Обучать значит вдвойне учиться. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники образования. 150 тысяч рублей за пару часов. Ученики лицея имени Рамазана Умедбаева стали победителями отборочного тура игры «Бэскринг». Возраст спорту не помеха. В новом фитнес-центре начала свою работу группа здоровья. А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Сегодня с визитом в Сибая находится председатель комитета Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Эльвира Айткулова. В ходе визита она встретилась с представителями Женсовета города, активной молодежью, депутатами Совета городского округа, а также осмотрела ряд объектов. Подробнее об этом мы расскажем в ближайшем выпуске новостей. Ежегодно 5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День учителя, который был учрежден в 1994 году как всемирный праздник работников сферы образования. В этот день отмечаются роли и заслуги педагогов, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Общегородское мероприятие, посвященное профессиональному празднику, прошло в Центре детского творчества. Учитель не просто профессия, это призвание. Педагог оставляет за собой невидимый, но важный след. Сегодня в сибайских общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования дают знания и воспитывают подрастающее поколение более 500 преподавателей. Одним из первых теплые слова поздравлений учителям Сибая выразило руководство города. Не случайно у нас из года в год повышается качество знаний. Так, по итогам прошлого учебного года данный показатель улучшился на 1,3%, и общий составил 57,8%. Больше было побед в республиканских и всероссийских олимпиадах, конкурсах и соревнованиях. Благодарю вас за ваш каждодневный самоотверженный труд, за искренность и любовь к ученикам, терпение и мудрость. Еще раз поздравляю всех с Днем Учителя. Для нас этот праздник всегда будет наполнен теплом и пронизан любовью к нашим замечательным педагогам. Традиционно в свой профессиональный праздник учителя получают не только цветы и подарки, но и заслуженные награды. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» были удостоены 3 преподавателей. А за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения нагрудным знаком «Отличник образования Республики Башкортостан» были награждены 5 работников просвещения, в числе которых Василя Давлетбаева, воспитатель детского сада «Курай», проработавшая на этом поприще уже более 3 десятков лет. Мне нравится работать с детьми, нравится свой коллектив и наш красивый новый садик. Мне нравится комфортно работать с нашей заведующей Халисовой Гузелянбаевной. Приятно работать с нашим методистом Айгуль Авдатовной Газизовой, потому что они очень продвинуты и всегда помогают. Такой замечательный праздник, такой для наших учителей, для нашего города, мне кажется, очень большой праздник. Что ценят труд учителей, и чтобы всегда ценили воспитателей, уважали, любили. И всех хочу поздравить с таким замечательным праздником. Далее всех сибайских учителей, собравшихся в зале, поздравил начальник отдела образования Гаяс Хасанов. Он поблагодарил коллег за активную и результативную работу в минувшем учебном году и отметил, что в нынешнем работа должна быть не менее плодотворной. В целом, система образования нашего города работает стабильно. Очень очень много наших прекрасных, талантливых педагогов. И сегодня из всех учреждений нашего города в составе делегации участвуете вы, уважаемые наши прекрасные педагоги. Основу традиции, основу всей системы образования, конечно, заложили наши уважаемые ветераны. Вам большое спасибо и, конечно, искренний поклон. Конечно же, самой великой наградой для учителей являются успехи их воспитанников. Ежегодно трудами педагогов в Сибая зажигаются сотни юных, умных и талантливых звездочек. Многие из них в этот праздник радовали виновников торжества творческими номерами со сцены. А некоторые же учащиеся поздравили своих любимых учителей теплыми, простыми словами признательности. Хочу поблагодарить всех учителей за то, что они вкладывают в каждого ученика частичку себя, за то, что дарят путевку в жизнь. Мой первый учитель, учительница начальных классов, Елена Ивановна. И она, до сих пор самый любимый учитель, потому что мы в течение 6 лет до сих пор ходим к ней, поздравляем и с днем рождения, и с днем учителя, с каждым праздником, и не забываем ее. И я думаю, с окончанием школы мы также будем вспоминать ее хорошими словами и воспоминаниями. Большое спасибо учителям за то, что дают они нам знания. С Днем Учителя! Сегодня в школьной программы позовет
Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В первые месяцы учебного года на территории города создается рабоче-правовая группа, которая проводит встречи со студентами учреждения профессионального образования. Эти встречи носят профилактический характер и призваны предостеречь вчерашних школьников от совершения необдуманных поступков. Очередное такое мероприятие состоялось в многопрофильном колледже. В рабочую правовую группу входят представители администрации города, полиции, здравоохранения. Специалисты беседуют со студентами, призывают вести их здоровый образ жизни, иметь полезные увлечения, соблюдать закон. От них молодые ребята, большинство из которых приехали в Сибай из соседних районов, узнают об обстановке в городе и последних новостях. Главная цель подобных встреч – профилактика социально опасных явлений. Старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних Гульфия Ихсанова сообщила положение дел в части подростковой преступности. На сегодняшний день на учете в полиции состоят 36 подростков. Из них 4 употребляют наркотические вещества. В этом году несовершеннолетними на территории города Сибай совершено 24 преступления. Из них 4 преступления – это в группе лиц. То есть, когда несколько человек образуют одну единую группу, совместно, согласованно в группе лиц идут совершать преступления. Вот таких вот преступлений у нас 4. Это в основном кражи имущества, имущественный блок, сотовые телефоны, то есть ценные вещи. Большинство преступлений, в которых фигурируют учащиеся среднеспециальных учебных заведений, фиксируются на съемных квартирах. Студенты арендуют жилье, распивают там спиртные напитки. Как следствие, возникают скандалы, которые приводят к дракам, что впоследствии выливается в возбуждение уголовного дела. Инспектор ОДН призвала молодых тщательно обдумывать все свои действия и никогда не забывать о последствиях. Имея на руках справку о судимости, тяжело будет найти хорошую работу. И ошибка молодости может поставить крест на всей дальнейшей жизни. Представители полиции также отдельно остановились на вопросе о наркотиках. Вопреки бытующему мнению, легких наркотиков не бывает. Любопытство может привести к печальным последствиям. Ну а попытка заработать деньги, являясь так называемым курьером, неизбежно приведет к тюрьме. Специалисты рассказали студентам многопрофильного колледжа о мерах ответственности за те или иные правонарушения. В завершение пожелав всем быть законопослушными и заниматься спортом. На днях в лицее Ирандык прошел один из отборочных туров интеллектуальной игры «БСКринг», инициатором и организатором которой является акционерное общество «Башкирская электросетевая компания». В течение 7 туров школьникам 7-9 классов предстоит ответить на вопросы по основам и правилам электробезопасности и истории энергосистемы республики. В чем заключается цель данной игры и какая школа стала лучшей на предварительном этапе, узнавала наша съемочная группа. Непередаваемый дух соперничества и интеллектуальный азарт в этот день царили в актовом зале лицея Ирандык. Уникальную возможность проверить свою эрудицию, а также знания физики и других точных наук в пределах школьной программы мальчишкам и девчонкам с 7 по 9 класс предоставила Башкирская электросетевая компания, которая и занимается полным финансированием интеллектуальной игры «БСКринг». Увлекательное мероприятие было организовано в честь 5-летия акционерного общества «БЭСК» и проходило в рамках ежегодного Российского энергетического форума в Уфе. В республиканской игре участвуют 32 команды, по 8 команд из городов Кумертау и Сибай, а также из Октябрьского и Орджоникидзевского районов столицы республики. Цель сегодняшней игры – это пропаганда электробезопасности среди учащихся школ, изучение истории электроэнергетики Республики Башкортостан, Российской Федерации. То есть, может быть, кто-то сегодня выберет такое направление в будущем, специальность, как электроэнергетика. Та школа, команда которой сегодня выиграет, будет поощрена Башкирской электросетевой компанией премией в размере 150 тысяч рублей. Как утверждают специалисты, в прошлом году компания, будучи генеральным спонсором Российского энергофорума в Уфе, приняла участие во встрече без галстуков для студентов и аспирантов учебных заведений республики. Она прошла результативно, но в то же время ясно показала, что начинать надо не со студентов, а со школьников. Тогда и родилось решение провести в республике профориентационный чемпионат, который заинтересовал бы инициативных и любознательных молодых людей. Мне очень понравилось сегодняшнее мероприятие, я узнала много нового, интересного, это очень познавательно и необычно. Ну, для меня это так, как для самой открытия, собственное, такое небольшое. Эта олимпиада была очень интересная,
развлекательное. Мы работали в команде, каждый выделял свое мнение, каждый участвовал в этом. У нас очень, думаю, хорошие результаты. По количеству правильных ответов лучшим общеобразовательным учреждением в отборочном туре стал лицей имени Рамазана Умидбаева. Его представители выиграли сертификат на 150 тысяч рублей. Финал республиканского чемпионата состоится 19 октября 2017 года в Уфе на ВДНХ «Экспо», как одно из наиболее зрелищных мероприятий Российского энергетического форума. Главный приз разыграют команды, занявшие первые и вторые места в отборочных турах. Добавим, что акционерное общество БЭСК учредило денежные призы школам, чьи команды окажутся лучшими в отборочных турах, а также непосредственно самим участникам, победившим в финальной игре. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. В последнее время в социальных сетях различного уровня все чаще можно встретить призывы выйти на митинг. Поводы меняются от случая к случаю. Между тем, правоохранительные органы напоминают, любая акция протеста должна быть согласованной. Организация участия в несанкционированном митинге влечет за собой ответственность, в том числе и уголовную. Последние новости о порядке изучения башкирского и родных языков в школах вызвало широкий общественный резонанс в республике. В процессе вопрос, принадлежащий к образовательной и культурно-лингвистической сфере, плотно перешел в политическую плоскость. Так, с августа настоящего года в отдельных городах республики были организованы массовые акции протеста, несогласных с данным решением. Накануне в интернет-сообществах нашего города начали появляться призывы к участию в массовой акции, запланированной в Сибае на ближайшее 8 октября. В объявлении указывается, что предстоящая акция является согласованной с муниципальным органом власти. Однако, как комментирует представитель муниципалитета, данная информация является ложной и вводит в опасное заблуждение возможных участников несанкционированного массового мероприятия. Постановлением правительства Республики Башкортостан номер 465 от декабря 2012 года во всех муниципалитетах региона были определены специальные места для проведения санкционированных митингов и пикетов. Согласно актуальным правкам, сегодня в нашем городе такой площадкой является территория, прилегающая к Дому молодежи «Мир». По предоставленной информации, на этом месте 8 октября уже запланировано мероприятие Женсовета города Сибай. Поэтому любая другая массовая акция протеста, запланированная в городе на это число, не является санкционированной и налагает особую ответственность на его участников. Следует помнить, что участие в несанкционированных акциях протеста является административным правонарушением. Для организаторов митинга наступает ответственность уже уголовная. Действующее законодательство предусматривает ответственности за ношение на митингах масок, использование символики запрещенных экстремистских организаций, нахождение в наркотическом и алкогольном опьянении, наличие фаеров и оружия. Ринат Музафаров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. С 4 по 6 октября по всей стране идет всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Так, на днях в администрации Сибая прошло подведение итогов за 3 года тренировок по линии гражданской защиты и первый этап комплексных учений руководящего состава города. На первом этапе комплексных учений по линии гражданской защиты населения был организован сбор и оповещение всего руководящего состава города. На совещании определили и поставили задачи по гражданской обороне, а также доведены сведения о возможных чрезвычайных ситуациях с указанием пути решения. Все организации у себя также должны довести до своих работников, задействовать, во-первых, объектовую систему оповещения, и довести до своих работников возможную обстановку на предприятии, исходя из общей возможной обстановки. Должны провести сегодня командно-штабные учения, каждый на своем предприятии, и представить фотоматериалы, видеоматериалы, отчетные материалы. В ходе второго этапа всероссийских тренировок руководители предприятий должны провести тактико-специальные тренировки для своих сотрудников, а также практические занятия, объектовые тренировки с формированиями гражданской обороны в условиях развязывания противником войны с применением современных средств поражения. Помимо этого, второй этап тренировок предусматривает практическую отработку действий по сигналу гражданской обороны, воздушная тревога, радиационная опасность и химическая тревога. Заключительным этапом учений станет организация действий гражданской обороны при ликвидации последствий применения средств поражения противника. Екатерина Марочкина, Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, телекомпания СТВ. И последнее. Сегодня отмечается День учителя, но буквально пару дней назад мы отмечали Международный день пожилых людей. В рамках этого в городе продолжаются различные акции и мероприятия. Так, на базе нового фитнес-центра Body Club начал работу клуб «Здоровье плюс» для людей старшего возраста. Все подробности далее.
Яркие, воодушевленные и неизменно с улыбкой на лице. Даже находясь на пенсии, эти женщины не спешат ставить крест на личном развитии и могут послужить хорошим примером для всех людей старшего возраста. Им всем за 55, но для многих из них жизнь только начинается. Услышав, что на базе нового фитнес-центра Body Club набирается группа для занятий лечебной физкультурой, они поспешили подать заявки и сегодня приступают к занятиям. У нас с вами будет программа такая, как лечебная физическая культура, либо ее можно назвать по-другому, как пилатес. То есть это тренировка, рассчитанная на растяжку всех групп мышц, на улучшение подвижности суставов, уменьшение дискомфорта в позвоночнике. То есть, если, допустим, у вас есть какие-то болевые ощущения, то есть эти упражнения самые хорошие. Клуб «Здоровье плюс» для людей старшего возраста начал действовать в новом фитнес-центре в рамках Народного университета третьего возраста. Это результат реализации одной из программ местной общественной организации по поддержке социальных проектов «Вперед, Сибай» при поддержке депутата Совета городского округа Дениса Назарова. В рамках Народного университета третьего возраста в прошлом году этот клуб начинал свою работу. Он назывался «Здоровье и спорт». Занятия проводились в общежитии медицинского колледжа раз в неделю. Пенсионеры тоже с удовольствием его посещали. В этом году с открытием нового фитнес-центра Body Club мы решили перевести наших пенсионеров сюда, в зал ЛФК, для того, чтобы они смогли более подробно, скажем так, узнать все, что касается тренировок, укрепить свое здоровье с персональным тренером. Здесь у нас и условия, конечно же, более подходящие. И также пенсионерам можно будет посещать и сауну, то есть погреться после тренировок. Этой жизнерадостной и активной женщине в салатовой футболке сложно дать 65 лет. И уж тем более язык не повернется отнести ее к категории пожилых. Наталья Степановна Волкова одной из первых начала посещать группу здоровья еще в те времена, когда клуб располагался в помещении общежития. А потому ей есть с чем сравнить. Это замечательный подарок ко Дню пожилых людей. Мы с прошлого года, там условия были вообще не такие. А здесь, в принципе, великолепное помещение, великолепные тренеры. Мы же, как сказать, не можем заниматься по одному. Очень хорошо, когда нами кто-то руководит. И, в принципе, чисто, красиво. В общем-то, настроение великолепное получается. Вместе с тренером пенсионеры будут заниматься лечебной физкультурой дважды в неделю, по вторникам и четвергам в дневное время. При увеличении количества желающих группа будет разделена на две части с графиком занятий один раз в неделю. Заявки можно подавать в приемную депутата Дениса Назарова по адресу Закивлиди 50. Тренировки проводятся бесплатно. Ну а нынешние участники группы здоровья в честь Дня пожилых получили в подарок билеты в кинотеатр. Лена Кириллова, Али Кадыров, Любовь Карпова для службы новостей. И это вся информация на сегодня. Хороших вам новостей и всего доброго. Увидимся.